Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Прямо сейчас, в это самое мгновение, кто думает о вас, кто вас вспоминает. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все увидит и покажет сам. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Не просто думает, он волком воет на луну. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тут драма. Драма. У мужчины драма. Вы знаете этого мужчину. Вы знаете этого мужчину. Вы были с этим мужчиной. У вас чувства есть к этому мужчине. До сих пор есть чувства. У вас есть к нему чувства, и он знает. Либо верит, надеется, что у вас до сих пор есть к нему чувства. Вы не общаетесь. Тут либо ссора произошла и расставание, либо просто расставание без ссоры. Ну вот как-то, знаете, вот мгновенно все случилось. Мужчина то ли проверить вас хотел, то ли он какую-то игру свою дурацкую играл. Почему-то он прям то ли сам с собой поспорил, да, что вот если я сейчас уйду, она за мной побежит. Ну, потому что она всегда за мной бежала, да, потому что она меня любит. И вот он ушел, а вы не побежали. И время прошло, и никто за ним не бежит, и никто не просит его вернуться. И чем дольше между вами тишина и молчание, тем хуже ему становится. Тем больнее ему становится. Знаете, вот как будто бы вы его эго надорвали, да, подняли, надорвали и уронили. Вот как-то так мне идет. Он и обижен, и расстроен, и ломка из-за вас. И в то же время он и признать этого не может. Ну как же он себя опустит? Он же король у вас, да, королевич. Вот мне идет, что он сыграл и проиграл. Проиграл подчистую. Просто подчистую проиграл. По поводу вас. Вы очень яркая, вы очень живая. У вас амбиции, я вижу. Вы знаете, что вы можете. Вот захотите и сможете. Вы знаете, что вам необходимо сейчас. Как вы себя видите. Как вы видите свою жизнь там, через несколько лет. Вы женщина, которая живет на полную, процветает, мне идет. А мужчина, который вот думает о вас, он какой-то валенок, честное слово. Сам в себе, как сундук, закрытый, холодный, какой-то вот загадочный, на себя что-то напускает, какую-то маску носит, еще и не одну, да, у него там целый наборчик этих масок. Вот все, что было по его. Вот как он сказал, как он захотел, вот что было по его. Какой-то он у вас еще этот манипулятор мне идет, да, любит манипулировать и часто этим злоупотреблял, когда был в отношениях с вами. Вы вот на это все смотрели сквозь пальцы и думали, ну не может же взрослый мужчина так себя вести, ну поумнеет, повзрослеет, да, что-то у него там перещелкнет. Я ему покажу, как надо, я покажу, как любить, я покажу, как беречь, как заботиться, да. Ну если нормальный, то откликнется, а если ненормальный, так пошел нахер, да. Живи своей жизнью, найди себе такую же, как ты, кому ты вообще нужен с таким характером и с таким эгоизмом. Вижу, что в трудную минуту он вам не помог. Вот никак не помог. Ни материально, ни эмоционально, ни по-родственному, ни как любовник. Вот вообще не помог. Он просто как-то, вот знаете, холодно отморозился, и это вас очень обидело, это очень зацепило. Может, у вас какая-то проблема была, либо что-то случилось, да? Вам нужна была его помощь, и вы к нему обратились, и вы очень на него надеялись. А он отморозился. Вот мне идет, что отморозился. Он понимал, что он делает неправильно. Но вот этот его эгоизм, вот это его манипулирование, вот эти его какие-то неправильные расстановки не позволили ему вот чисто даже по-человечески вам помочь.
Вот как-то ужасно он себя повел. И это было последней каплей, после которой, да, вы уже от него реально отвернулись. Вы сказали, ну зачем мне все это надо? Зачем мне нужен мужик, который думает только лишь о себе? Зачем мне, как ребенок, да? Либо у меня уже есть ребенок, и лучше я своему родному ребенку буду давать. Либо я, если захочу, я рожу себе ребенка. Но мне нужен мужчина. Да? Сейчас мне нужен мужчина. И вы его к себе подпустили как мужчину, как будущего мужа, как будущего отца ваших детей. А может, у вас и есть с ним ребенок. То есть не было такого, что вы подписывались его усыновить, да, ходить, оберегать, холить, лелеять и пылинки с него сдувать. А он почему-то именно такого хотел. Да? Может, его мама недолюбила, либо наоборот перелюбила. И он теперь и от женщины, от любимой женщины такого требовал и просил. И еще знаете, что меня смущает? То, что он всегда свои интересы ставил превыше ваших. Даже превыше ваших общих интересов свои личные он ставил. И это просто некрасиво, неправильно, абсурдно. И на таких позициях отношения нельзя выстраивать. Я вижу, что вы настрадались с ним. Прям болело, и сердце болело, и плакали вы по поводу его поведения, отношения. И даже разговоры какие-то с ним проводили. А он все то отворачивался, то пыжился, то тужился, да, вот как бы, играл, гнул свою линию. Вот. А теперь случилось, что случилось. И я вижу, что он сейчас не только в печали и в горе, в тоске, у него еще и в жизни как будто бы все, знаете, по боку пошло. Возможно, вы ему помогали, возможно, вы ему удачу приносили, возможно, вы ему подсказывали, возможно, вы даже за него что-то делали, а теперь вас рядом нет, и все, и жизнь полетела в тартарары, просто в трубу полетела, долгую, длинную и очень сильно темную. И от этого ему еще хуже стало. Хотя он этого не хочет признавать. Потому что он же пуп земли, он же самая яркая звезда. Как же он это признает? Очевидные вещи. Нет. Он такое признавать не согласен и не будет. Будет сидеть, плакать, будет там, я не знаю, эти сухари сушить, размачивать и есть. Но признавать, что вы ему помогали, он не станет. Нет. Вот такой упрямый мужик. Вот упрямейший, не знаю, скорее всего, да, вот особенности характера, потому что его в детстве уронили, причем несколько раз, и причем на голову. Уж не знаю, что думать, я такого давно не видела, безобразия. Честно, смотрю на его сторону, прям ругаться хочется, смотрю на вашу сторону, и прям сердце слезами обливается. И думаю, вот как такая прекрасная девушка обратила внимание на такого вот лицедея, на такого эгоиста, просто вот клейма негде ставить, какой он эгоист. Теперь сидит, да, вот как эта мышка из стишка. Обидели мышку, написали в норку, да. Вот и он теперь сидит весь описанный, в слезах, в соплях. И что делать, он не понимает. Хочется к вам бежать, хочется, но как же эгоизм не позволяет. Это же эго, его эго, с которым он носится, как с торбой писаной. А с другой стороны, он надеется на какую-то ситуацию, вот где он может без позора к вам проявиться. Без позора. Например, да, вдруг у вас там что случится, он может прийти случайно, да, рядом оказаться с вами и сказать, а что там, нужна тебе помощь, да, что я могу сделать? Либо, а вот я узнал, что у тебя там то-то, и вот я пришел помогать, потому что ты у меня такая глупенькая, вот сама не справишься. Вот на это надеяться. Представляете, вот уровень мужчины. На что надеяться? На то, что у вас проблемы будут, да? И вот типа я так гордо приду, спасу, помогу, либо просто появлюсь. И вот она опять ко мне вернется. Ой, где вы его нашли? Где вы его откопали? Закопайте обратно. Да, как его еще свет белый носит, я не понимаю. Знаете, девочки, что еще вот здесь показано? Мне показано, что из-за вот этого мужчины, вы что-то потеряли. То ли в карьере, то ли в бизнесе, то ли в каких-то своих возможностях. Может, из-за него вы куда-то не уехали, хотя могли уехать, где-то не побывали, хотя могли. С каким-то крутым мужиком не познакомились, потому что этот ваш на руках у вас был, как ребеночек, да? Вот что-то вы из-за него потеряли, еще это вы ему простить не можете. Но самое главное, что он в трудную минуту вам не помог, и еще и как-то по-скотски поступил. Да, вот прям не идет, что отвернулся, развернулся, типа твои проблемы решай сама. Да, вот как-то так вам сказал, как бросил. И это самое мерзкое, что вот любимый человек может сделать.
Может быть, в этот момент ваша любовь и спряталась глубоко, да, за другую сторону сердца ушла. Но все равно вижу, что чувства у вас к нему сохранились. Вот как ни крути, каким бы он ни был, чувства все равно еще есть. Ну, потому что если вы любите, то любите по-настоящему. А любовь, она, к сожалению, зла. И, как там говорится, полюбишь и козла, да, вот вы и козла и полюбили. Знаете, несмотря на то, что вот между вами такое противостояние и столько всего между вами произошло, я вижу в этом какой-то знак судьбы. Знак судьбы и для вас, и для него. Смотрите, вот давайте по-честному, какая вы были до встречи с ним и какая вы стали сейчас. Я вижу, что вы очень много упущенного прокачали. Ну, допустим, вы о себе не заботились. А теперь, благодаря тому, что были с ним в отношениях, вы очень о себе стали заботиться, вы стали себя уважать, беречь и уважительного и бережного отношения требовать от других людей. Вы стали себя ценить, вы стали больше заниматься не только собой, но и своими интересами, да, реализация своих интересов, реализация себя как личности. Потому что когда вы были с ним и даже до него, вы очень часто пренебрегали этим. Вы очень часто, знаете, вот ставки делали там на встретить любимого, чтобы с любимым все было хорошо, чтобы семья была, да, вот для вас это было прям самой большой ценностью. А сейчас я вижу вас яркой, живой, такой стремительной женщиной, которая думает о своем будущем, о карьере, о каких-то заработках, да, вот о бизнесе думаете. Вы действительно взялись за голову благодаря ему. Вы действительно благодаря ему выросли и морально, и ментально, очень укрепили свои позиции. Вы женщина вот на миллион сейчас, да, вот говорят, проиграть миллион, полюбить королеву. Вот вы сейчас королева. Королева, на которую действительно обращают внимание. Вы всегда были королевой, но просто из-за особенностей характера вы себя подавляли, да, вот эту королевскую кровь вы в себе подавляли. Может быть, у вас такие сценарии в семье проигрывались, да, где женщины выходили замуж и потом терпели мужланов, терпели скотское отношение, терпели, вот, чтобы сохранить семью, чтобы там дети с отцами росли. Такое могло быть. Вы насмотрелись на эти неправильные программы, вы как впитали в себя эти неправильные сценарии, и вы их начали проигрывать в своей жизни. А благодаря этому мужчине вы как в себя пришли, вы как трезвость получили, как встряску получили. Думаете, да гори лесом этот мужчина, да зачем он мне нужен? Да что же я себе не найду мужчину нормального, да? Зачем мне вот этого эгоиста на руках носить, да? Вот очень поменялись. У вас даже характер немножко, я вижу, поменялся. Вы теперь, вот смотрите, в короне сидите, на мир как-то даже сверху вниз смотрите, на других людей смотрите. Но это не значит, что вы стали эгоисткой. Нет, вы просто свою ценность поняли свою ценность и никому не позволяете не замечать вашу ценность. Вот это очень правильная позиция. Для себя живете, в свою радость, в свое удовольствие. И вот вижу, что вы уверены, что вы одна не останетесь. Возможно, у вас уже есть поклонник, возможно, даже не один поклонник. То есть вас это как-то прям совсем не тревожит. А вот у мужчины немножко все по-другому выглядит. То есть он какой-то, мне идет как остановка в развитии, наверное, да, если вот так сформулировать корректно, что вот он жил, да, в определенный период, раз и все, и остановка произошла, и он перестал развиваться, он стал деградировать, да, вот какие-то вот детские, юношеские вот эти все мысли, идеи, они не только не ушли, они как бы корнями проросли. Вот как будто бы весь мир ему должен, а он пуп земли, он должен всеми руководить и командовать. Вот солнце для него встает и заходит, да, вот такие у него даже какие-то мысли были. Мужчина, который встретил женщину, вот он понимал, какая вы. Он очень это прекрасно понимал. И даже был момент, когда он счастью своему не верил, что такая женщина, как вы, обратила на него внимание. Что женщина ради него готова и в огонь и в воду пойти. Да? Вот он счастлив был. А потом он очень быстро к этому привык и почему-то буквально себя убедил в том, что так и должно быть. Что он такой крутой, что он такой прям небожитель,
звездный мальчик, да, вот так и должно быть, что женщина должна ему служить, а он женщине ничего не должен. Типа хватит женщине того, что я типа рядом, да, что я на нее смотрю, что я с ней общаюсь. Вот с нее этого хватит, это уже за благо для женщины. То есть, понимаете, вот такой какой-то момент, парадокс какой-то произошел. Вот. А высшие силы решили так, что если ты не хочешь брать пример с умной, красивой и сильной женщины, ну тогда лишись ее. Побудь один, побудь как будто бы как затмении, забвении, в одиночестве. Волком повой, может тогда эта спесь с тебя сойдет. То есть они его буквально лишили вас. Лишили, да, возможности от вас подпитываться, возможности купаться в вашей любви. И он прям очень сильно сдал за последнее время. Мне даже кажется, что он на лицо как-то сильно состарился. То ли он похудел так, то ли он, осунулся, да, вот как-то он состарился. Ну, высшие силы знают, как воздействовать. И еще мне идет, что мужчина вот еще посидит так пару неделек, либо пару месяцев, и он шелковым станет. Да, вот вся вот эта спесь, эгоизм просто сойдет, как будто бы и не было. То есть буквально, да, если там Боженька позволит, высшие силы позволят, судьба так распорядится. Вот если вы встретитесь, да, вы же его не узнаете. Не узнаете, потому что другим стал человеком, у него даже тембр голоса меняется. Он даже как-то, знаете, вот плечи у него что ли круглее станут, там шея немножко западет, да, как и ростом даже меньше станет. Но ну-ка, никто не холил, не лелеял, усох, да, без любви усох мужчина. Да, он должен к этому прийти. Ну, так высшие силы хотят. Они хотели ему поставить вас в пример, да, чтобы он у вас научился. Он как отсек этот пример, высшие силы его лишили вас, а теперь он через вот эту боль постигает истину, да, что он был неправ, что так вести себя нельзя, что жить так нельзя, что такие вот, как сказать, поступки, да, мысли, это все очень страшно и ни к чему хорошему не ведет. А что интересно, у него тут такие мысли, знаете, он и любит вас, и скучает по вам, и без вас не может, и тут же у него вот какая-то прям обида бурлит, кипит на сердце, на душе, что как она могла, как она не пришла, как она меня не возвращает, да что она себе возомнила, да что за женщина такая противная, да, то есть и обида, и любовь, и это какой-то адская комбо, которая разрушает просто его мозг, да, он никак понять не может, да что ж такое, почему удача отвернулась, да почему, да что. С ним, кстати, какие-то люди перестали общаться, хорошие люди перестали общаться. Он-то думал, что он интересный, он-то думал, что он важный, а эти люди просто перестали с ним общаться, потому что дурак дураком, да. И вот после вашего расставания он еще во все тяжкие какие-то пошел. И люди в нем разочаровались и сказали: да ты отброс, да, мы не хотим с тобой иметь дела. Мы не хотим просто вот с тобой на одной планете жить, в конце концов. Да, вот какой-то такой еще момент показан. И знаете еще, что показывает песок? Что вот не только сегодня он думал и вспоминал вас, он каждый день думает и вспоминает, он каждую ночь думает и вспоминает, он каждое утро думает и вспоминает. То есть у него мысли о вас, они идут по кругу. По кругу. Начинается все с того, что мне скучно, одиноко, я несчастный, я люблю, а заканчивается тем, что вот вы противная, вы плохая, вы бросили, вы предали, вы за ним не пришли, вы его не возвращаете. И вот эта пластинка, такая уже заезженная, да, у него вот сутками напролет 24/7 в голове и крутится. Кстати, до вас могли доходить разговоры, что он где-то с вами, с кем-то вас обсуждал, и что он прям, достаточно грубо о вас отзывался, и даже какие-то нехорошие вещи говорил, и даже какие-то подробности вашей личной жизни сливал, да, вот когда вы были вместе. И вас это тоже разочаровало. Возможно, это тоже стало, знаете, как последним гвоздем в крышку гроба этих отношений. Я не вижу вашего желания вернуться к нему, я не вижу вашего желания впустить его обратно, я вижу ваше желание жить, быть счастливой, быть успешной. И вот что-то еще вы хотите освоить, либо выучить. Вот это я вижу.
Ну вот она, красавица, умница, сорвала маску с какого-то мелкого чудовища, какого-то выскочки, да, вы видите, вот она в руках маска, вот она, вы красивая, сорвали маску. Вы женщина для любви, а он просто какой-то неудачник по жизни и самовлюбленный эгоист. Вот и все, маску вы с него сорвали. Ну и радуйтесь, девчонки, радуйтесь. Знаете, что он вас уже никогда не забудет, а вы счастливой будете. Вы видите, у вас в будущем прям пламя горит. Это пламя любви, костер, да, вот пламя очень высокое. Это то, что вас и согреет, и наградит, и целую жизнь вам наперед осветит. Да? Будет любовь, и будет любовь очень яркая, страстная, очень такая нежная. Любовь, которая вам в награду за все, что вы вот испытали, пережили, не только вот с этим мужчиной, но и с другими. Да, за все ваши разочарования вас ждет награда. Награда, любовь и счастье. И это у вас впереди, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.